Глава Коми выступил с обращением к жителям республики. Его полную версию смотрите прямо сейчас. Уважаемые жители республики, добрый вечер. Буры, Дона Йортис. Сегодня, заканчивая рабочую неделю, провели заседание правительства Республики Коми, обсуждали очень важные два вопроса, и оба очень важные. Первый вопрос – это о проекте бюджета на 2022 и 2023 и 2024 годов. На самом деле бюджет верстали в очень непростых условиях. Ну, во-первых, продолжающаяся пандемия, она накладывает отпечаток в том числе и на прогнозы. И прогнозы всегда в условиях вот таких тяжелых катаклизм, в том числе и пандемий, делать достаточно сложно. Но, тем не менее, бюджет сверстали. И самое главное, это социальный. На эти годы основной аспект бюджета – это социальный уклон. То есть это развитие образования, здравоохранения, социальных сфер, плюс все, что связано с сельским хозяйством, поддержка аграрно-промышленного комплекса нашего республиканского, потому что, я уже неоднократно говорил, 50% населения у нас живет на селе. Это, безусловно, вложение в капиталоемкие направления, это новые рабочие места, все, что нам дает дополнительные налоги. Тем не менее, мы все-таки формируем бюджет с дефицитом. Вот когда я говорю, у нас бюджет с дефицитом, то очень многие сразу говорят, ну все плохо, значит никакого развития не будет. Я хочу пояснить. Можно сформировать бюджет, что называется, и без дефицита, в ноль, да? Но тогда что это такое? Это столько, сколько у нас придет доходов, столько будет и расходов. Когда мы формируем бюджет с дефицитом, соответственно, мы закладываем дополнительные расходы вот на те отрасли, о которых я сказал. Поэтому на самом деле в этом смысле дефицит это неплохо. Это к тому, что мы живем в будущем, мы живем с вектором развития, то есть мы не останавливаемся на ноле, да, не сводим бюджет просто к нулю, а действительно закладываем больше денег в бюджете, чем у нас есть доходов, рассчитывая на то, что мы будем лучше работать, мы создадим большее количество рабочих мест, соответственно, у нас больше будет налогов на имущество, НДФЛ, да, и на прибыль предприятий. Соответственно, это как раз те налоговые составляющие, которые повысят нашу доходную базу республики. Вот такой, казалось бы, парадокс. Закладываем дефицит, да, в бюджет, а получаем потом на выходе профицит. Но чтобы получить профицит, надо очень серьезно работать. Поэтому вот сегодня мы как раз об этом говорили на правительстве. Так по цифрам, это следующие цифры. На 2022 год у нас дефицит 8,7 миллиарда рублей, на 2023 7,4 миллиарда рублей и на 2024 5 миллиардов рублей. Это говорит о том, что мы к 2024 году поднимаем доходную часть, и нам надо меньше закладывать сверх вот той доходной части, чтобы скомпенсировать наши цели и задачи. То есть к 2024 году мы планируем, что все-таки мы увеличим доходную часть и меньше будем закладывать дефицита. Второй вопрос, который мы обсудили, это газификация. Ну вот я сегодня на правительстве сказал, что газификация в тройке вопросов, когда я встречаюсь с вами, уважаемые жители республики, на всех выездных встречах, то три вопроса основные. Это дороги, это медицина и это газификация. Ну плюс еще связь, интернет, но это уже вот, что называется, после. А первое, это вот эта тройка, газификация всегда. Там, где нет газа, всегда спрашивают, когда будет газ. Поэтому сегодня мы обсудили поручение президента по догазификации домовладений. Я утвердил план догазификации в Республике Коми. В него включены порядка 3000 негазифицированных домовладений в 10 муниципалитетах. Затраты газовиков на эти цели большие.
это более чем 500 миллиарда рублей, и затраты республики тоже достаточно большие, потому что мы должны по ряду газопроводов подготовить ПСД. И, соответственно, сегодня мы тоже это обсудили, и дополнительные средства на это будем закладывать. Подчеркиваю, что мы сейчас говорим о газификации частных домовладений, не юридических лиц, именно частные домовладения. Ну и докладывал сегодня «Газпром» газораспределение Сыктывкар, и Павел Александрович Курлыгин, и он как раз рассказал о новых дополнительных инструментах, например, интерактивная карта. Они закончат до конца года, и она будет залита, ну, в том числе и на мой компьютер, и человек может, она, поскольку интерактивная, то вы можете зайти в эту программу, кликнуть тот или иной населенный пункт и посмотреть, когда в этом населенном пункте будет газ. Мало того, там будет еще дополнительно несколько ссылок на то, какие работы ведутся, что нужно сделать для того, чтобы подключиться к газу. То есть весь пакет документов и пошагово инструкция, какие нужно заполнить документы, чтобы подключить свое домовладение к газу. Я считаю, что это очень интересно, и вот такой инструментарий, то есть до конца года заработает. И заканчивая вопрос по газификации, сегодня еще я дал поручение рассмотреть лучшие практики по регионам России, где применены дополнительные льготные обеспечения по категориям особо незащищенных категорий наших населения, с тем, чтобы увеличить возможность для людей к подключению газа. Такие лучшие практики мы тоже изучим и обязательно в республике будем применять. Теперь по эпидобстановке. За сутки мы выросли, причем выросли очень существенно по новым случаям коронавируса. За сутки выявлено 347 случаев вновь заболевших коронавирусом, вчера это было 325. И вот из 347 случаев только 28 человек, то есть это менее 10%, люди, которые были вакцинированы и снова заболели. Но вот опять же, из этих 28 человек, 20 человек это легкое течение, амбулаторное, и только 8 человек это средне-тяжелая форма, которая требует госпитализации. Но я уже постоянно об этом говорю, что вот мы отслеживаем каждого вакцинированного, кто тем не менее заболел. Слава богу, у всех заканчивается вот я вам привожу каждый день статистику траурную, да, и там объясняю, почему, допустим, вакцинированный все-таки, тем не менее, умер, да, там, после того, как был вакцинирован и заболел. Как правило, это связано все-таки с большим количеством заболеваний, в том числе тяжелых онкологических заболеваний уже в крайней стадии. Теперь по городам и муниципалитетам у нас ничего не меняется. Сыктывкар, Ухта, Воркута, Усинск, ну и по муниципалитетам это Усть-Кулом. Вышел тоже достаточно большое количество, 16 вновь заболевших. Вот, поэтому о чем это говорит? Ну, о том, что мы, значит, в этих муниципалитетах мало прививаемся и, опять же, не соблюдаем режимы профилактики. По умершим, умер за сутки 1 человек, он был не вакцинирован, ну и общий список у нас траурный 1948 умерших людей с момента пандемии начала. По койкам ничего пока не меняется, 2602 койки у нас развернуто и 2109 коек занято. По вакцинации. Огромное спасибо всем, кто вакцинировался. Их сегодня у нас 275 964 человека. Завтра, я думаю, что мы перешагнем 275 тысяч и будет 276 тысяч. По остатку вакцин у нас вакцины много, поэтому, пожалуйста, более 138 тысяч доз. Поэтому, пожалуйста, приходите и вакцинируйтесь. На этом у меня вся информация. Берегите себя, берегите детей. Обязательно соблюдайте масочный режим. Всего вам самого доброго. До следующей встречи.